Петр Порошенко объявил, что баллотируется на второй президентский срок. Неделю назад в президенты Украины выдвинулась лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко. Судя по опросам, в гонке пока лидирует она. О выдвижении на выборы Порошенко объявил на форуме «От Крут до Брюсселя». «Мы идем своим путем, который прошел в Киеве». Его название отсылает к событиям столетней давности, когда несколько десятков слабовооруженных студентов ценой собственных жизней сумели остановить наступление на Киев большевистских войск под командованием Михаила Муравьева. На форум прибыло много высокопоставленных гостей, в частности, предстоятель Православной Церкви Украины, митрополит Киевский Епифаний, экс-президент Виктор Ющенко и бывший генсек НАТО Андерс Фок Расмуссен. В зале сидели ветераны войны в Донбассе. Сам Порошенко сидел между генпрокурором Юрием Луценко и польским депутатом Европарламента Павлом Ковалем. Порошенко выступал на форуме первым. Пока он шел к сцене, на экране появилась фотография Порошенко и Путина с надписью «Либо Порошенко, либо Путин». Ощущение глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями вынудили меня принять решение баллотироваться еще раз на должность президента Украины, заявил он. Про отношения с Россией Порошенко сказал, что рассчитывает на «холодный, но мир», поскольку люди устали от войны. Тема войны и мира – одна из главных на выборах, потому что народ будет выбирать не просто президента, но и верховного главнокомандующего, добавил он. Действующий президент Украины пойдет на выборы, намеченные на 31 марта, как самовыдвиженец. По данным соцопросов, самый популярный среди украинских избирателей кандидат, глава оппозиционной партии «Батьківщина», экс-премьер Юлия Тимошенко. В то же время, по мнению экспертов, результат гонки определится только во втором туре, который состоится 21 апреля. Для Порошенко президентская кампания 2019 станет второй в его карьере. Первая завершилась для него победой во внеочередных выборах в мае 2014 года, объявленных после бегства из страны президента Виктора Януковича. Однако политический альянс между Кличко и Порошенко, а также эффективно проведенная избирательная кампания обеспечили последнему, на тот момент крупному бизнесмену и депутату Верховной Рады, победу в первом туре выборов. На этот раз победа кого-либо из кандидатов в президенты,
По состоянию на 29 января ЦИК зарегистрировал 22 претендентов на пост главы государства, и их выдвижение продолжится до конца недели. В первом туре выборов выглядит крайне маловероятной. Соцопросы, проводившиеся на протяжении последних месяцев, называют безоговорочным лидером первого тура лидера оппозиционной партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Однако, судя по их данным, ее результат в первом туре может составить около 16,21% голосов избирателей. Наиболее вероятными соперниками Тимошенко во втором туре выборов социологи называют комика Владимира Зеленского, заявившего о намерении баллотироваться в новогоднюю ночь, и действующего главу государства Петра Порошенко. Несмотря на то, что до сегодняшнего дня Порошенко избегал ответа на вопрос о своем участии в выборах 2019, почти никто не сомневался в том, что действующий президент будет баллотироваться. Более того, наружная реклама на улицах украинских городов, подписанная его фамилией, позволяла прогнозировать основные мотивы его еще не начавшейся кампании. Три слова: армия, язык, вера – это один из самых популярных лозунгов, и он в полной мере отражает темы, которые часто относит к числу своих достижений действующий президент Украины. Порошенко утверждает, что за время его президентства мощь украинских вооруженных сил многократно возросла, и украинская армия входит в число сильнейших на европейском континенте. Он напоминает, что поддержал введение языковых квот, усиливших позиции украинского языка в СМИ и в образовательной сфере. Кроме того, к числу своих заслуг Порошенко относит создание на Украине независимой от РПЦ Православной Церкви Украины и признание ее Вселенским Патриархатом Константинополя. Другими слоганами, которые активно использовал в наружной рекламе Порошенко, стали «Прочь от Москвы» и «Мы идем своим путем». Крупный бизнесмен Петр Порошенко пришел в украинскую политику в 1998 году, когда впервые избрался в Верховную Раду. Он был одним из ближайших соратников Виктора Ющенко, активным участником «Оранжевой революции», после которой получил кресло секретаря Совбеза Украины. В 2007-2009 годах возглавлял Совет Национального банка Украины, в 2009-2010 министр иностранных дел Украины. Во время президентства Виктора Януковича менее года руководил Министерством экономики и торговли. Был участником Евромайдана,
28 февраля 2014 года ездил в Крым для попытки урегулирования кризиса на полуострове. На досрочных президентских выборах в мае 2014 года победил в первом туре, используя лозунг «Жить по-новому». Тон форуму, на котором о своем самовыдвижении в президенты заявил действующий глава государства, задали уже первые ноты этого мероприятия. Оно открылось меланхоличной, «Буде нам за тобою», «Що згадати», песней националистического подполья времен Второй мировой в исполнении культового рокера Тараса Чубы, которая неожиданно сменилась боевым гимном ОУН. Организация украинских националистов запрещена на территории России. Последняя с недавних пор, марш современного украинского войска. Участники форума слушали марш стоя. Среди 3000 присутствующих были министры во главе с премьером, депутаты Рады во главе со спикером парламента, губернаторы и ветераны войны на Донбассе, писатели и музыканты. Но почетное место в президиуме выделили примерно 150 юношам и девушкам. По всей видимости, это должно было символизировать направленность стратегии Порошенко в будущее. Например, в 2024 год, последний год следующего президентского срока, когда, как обещает глава государства, Украина подаст заявку на вступление в Евросоюз и подписать план действий по обретению членства в НАТО. Пусть будет так, как рассудит украинский народ. Народ, с которым я шел по непростому пути 5 лет. Частью которого всегда был, есть и буду, пафосно заканчивал свое выступление Порошенко. Зал аплодировал ему стоя, а сам президент, смахивая слезу, пошел в первый ряд, к семье, первой леди, детям и 2 маленьким внукам. Вслед за Порошенко выступили другие спикеры, от премьера до главы Т-компании и от собственницы агрофирмы до мэра Днепра, которые в явной или скрытой форме похвалили, поддержали и поагитировали за действующего президента. Больше всего зал зажгла короткая речь художника и драматурга Лейса Подерфьянского. Есть такая северная лисичка с пушистым хвостом, песец, BBC. И вот чтобы она не появилась на Украине или, по крайней мере, на это было меньше шансов, поэтому я здесь. Если организаторы форума хотели показать, что электоральная база Петра Порошенко очень широка, им это удалось. Впрочем, результаты последних соцопросов отнюдь не гарантируют действующему президенту не то что переизбрание, но даже выход во второй тур выборов.
в окружении президента Украины в ответ лишь улыбаются, мол, мы еще даже не начинали гонку, все впереди. А сам Порошенко на одной из прошлогодних пресс-конференций многозначительно заявлял: «Я не проиграл ни одной избирательной кампании в своей жизни». Заканчивался форум под другую известную повстанческую песню, ставшую хитом во времена Евромайдана: «Ах, лента за лентой патроны подавай. Украинский повстанец, в бою не отступай». Для участников мероприятия этим боем должны стать выборы 31 марта. Хотите узнавать обо всем самом важном и интересном через мессенджер? Тогда подписывайтесь на наш TLEGRAM канал.